Тема «Рабочая среда и интерфейс Photoshop. Техника выделения областей изображения». Рабочее окно Photoshop. С чего она состоит? Мы видим, что на рабочем окне Photoshop она состоит из панели инструментов, из панели свойств, и здесь указаны слои, на котором вы будете работать. Основные понятия Photoshop – это его инструменты. Мы давайте все по порядку будем рассматривать. Первое – это панели инструментов. Это панель, на которой именно размещены все инструменты для создания и редактирования изображения. Эта панель всегда должна находиться на экране. Каждому инструменту на панели соответствует пиктограмма. Второе – это панель свойств или параметров. Это панель, на которой отображаются свойства выбранного инструмента. И третье – панели вспомогательного окна. Они служат для выполнения различных операций над изображениями. Основные приемы работы Photoshop. Чтобы запустить программу Photoshop, мы нажимаем на «Пуск», «Все программы» и выбираем Photoshop. После запуска у нас появляется на главном окне именно главное окно Photoshop. Назначение пунктов меню главного окна. Оно состоит из нескольких команд. Это у нас файлы, правка, изображение. И каждый атрибут состоит из нескольких команд. Например, файл оно содержит команды ввода и вывода изображения. Кроме того, чтобы загрузить изображение в Photoshop, вы можете использовать горячие клавиши, как Ctrl-C, Ctrl-V. Например, с интернета вы можете скопировать какое-нибудь изображение, уже вставить в рабочее окно Photoshop. Дальше меню Edit, оно представляет собой команды редактирования, вырезания, копирования и другие, а также команды преобразования всей иллюстрации и ее фрагментов. Это такие как вращение, искажение, масштабирование, зеркальное отображение и так далее. Следующее меню Image, это команды, которые состоит из цветовой коррекции, изменений цветовой модели изображения и некоторые другие. Здесь вы можете именно на изображение сделать какую-нибудь цветовую коррекцию, либо изменить цветовую модель самого изображения. Следующую немаловажную роль в Photoshop играет панели инструментов, так как с помощью этих инструментов мы уже работаем с изображениями, редактируем наши изображения. Инструменты становятся активными и подсвечиваются при нажатии левой кнопкой мыши. При наведении мыши на инструменты возникает именно всплывающая подсказка с их названиями. И под инструментами мы видим, что там располагается два квадратика. Оно обозначает поле выбора переднего и заднего фона. Дальше. Выбор инструментов. Как мы выбираем инструменты? Для выбора инструмента мы должны установить курсор на пиктограмму какого-либо инструмента и не щелкая мышью. И рядом с пиктограммой появится название инструмента. Буква в скобках именно закрепленная за инструментом клавиша. И щелкнет на пиктограмме инструмента, или мы можем нажать на закрепленную клавишу. Мы должны знать, что каждому инструменту из панели инструментов существует закрепленная клавиша. И выбранный инструмент уже, когда мы его выбираем, оно будет изображаться на светлом фоне. Работа с вспомогательными окнами. Чтобы работать с вспомогательными окнами, мы должны, например, щелкнуть на корешке панели Swatch. И панель она станет активной и выступит на передний экран. Если какая-то панель не нужна или мешает, мы можем его спрятать. Дальше. Открываем меню панелей. И щелкнуть на черном треугольнике в верхнем правом углу панели. У нас откроется меню с командами. Если хотим закрыть меню с командами, мы можем нажать на клавишу. И панели занимает довольно много места. И поэтому у нас есть возможность оставить именно те панели, которые
мы сейчас работаем, а ненужные панели мы можем их скрыть и, например, на время их закрыть. А когда они нам будут нужны, мы их можем сделать активными. Выделить панель из группы панелей. Для этого мы должны выбрать, например, меню панели, это Swatches, и установить курсор на корешок панели. Нажать кнопку мыши и перетащить панель при нажатии кнопки на новое место. Таким образом, панель отделяется от группы панелей, и его можно уже будет закрыть. Панели можно объединять в произвольные группы. Как увеличиваем масштаб самого изображения? Чтобы просмотреть изображение, мы можем увеличить изображение. Для этого у нас есть три варианта. Первый вариант – это выполнить команду View Zoom. Это просмотр и увеличить. Именно в строке заголовка окна документа, а также в строке состояния главного окна слева будет выделен масштаб изображения в процентах. Здесь на экране оно у нас показано, в данном случае в 100%. Вы можете его уменьшать или увеличивать, если вам это нужно. Да? И второй вариант – это выбрать инструмент Zoom, масштаба, и щелкнуть на пиктограмме на панели свойств и переместить курсор мыши на изображение. И на изображении появится знак у нас плюс, и в соответствии вы можете увеличить размер изображения. И следующий вариант – это навигатор. Оно обозначает, здесь у нас стрелочка есть, вы можете с его помощью увеличить либо уменьшить изображение. Основные возможности Photoshop. Это первое – обработка эскизов, нарисованных вручную. Второе – это ретуширование и восстановление старых фотографий. Здесь мы видим, что с помощью Photoshop мы старую фотографию сделали коррекцию, убрали ненужные элементы, и уже старые фотографии с помощью ретуширования мы его восстановили. Еще можно рассказать, что в Photoshop есть улучшенные инструменты для работы с текстом. В данном случае мы видим, что у нас есть разные шрифты, цвета, цветовая палитра, и мы с помощью Photoshop можем улучшить наши работы и работы с текстом. Создание текстур для 3D модели. В данном случае мы видим, что с помощью Photoshop мы можем создавать модели. Это дерево, текстура кирпича, текстура камень и текстура песчаника. Эти все модели можно с помощью Photoshop сделать. Мозаичная поверхность. С помощью именно Photoshop мы можем сделать мозаику. Есть разные варианты мозаик, и именно Photoshop единственная программа, которая может именно качественно сделать мозаичную поверхность. Кроме того, в Photoshop все чаще используются новые информационные технологии. Это делает Photoshop знаменитым, и его все чаще пользуются все фоторедакторы, когда, например, хотят исправить какие-нибудь ошибки, либо чтобы что-то убрать с изображения, они именно используют Photoshop, так как в него с каждым годом добавляются новые технологии. И спасибо за внимание.